Хотел бы сделать обращение к землякам, к дагестанцам в связи с последними событиями, с этим вирусом, с этой болезнью. У нас очень тяжелое положение в Дагестане, очень плачевное. Больницы переполнены, много людей заболело, очень много людей умерло. И на самом деле нам сейчас как никогда нужно объединиться, показать свое мужество, свой характер, показать свою дисциплину. И только объединившись, можно этот вирус, эту болезнь выиграть. Мы должны прислушаться к нашим врачам, к их требованиям, так как они знают лучше. Они хотят, чтобы мы не болели, они хотят, чтобы больницы не заполнялись, потому что там и так нету мест. Там и так не хватает оборудования, не хватает медикаментов. Не то, что там мы, да, так скажем, там Дагестан или возьмем там всю Россию. Вообще весь мир не был готов к этому. Кто мог бы подумать, что 2-3 месяца назад, 4 месяца назад, что миллиарды людей будут сидеть дома, вынуждены будут сидеть дома, прячась от этой болезни. Только самоизоляция может эту проблему решить. Есть уже десятки стран, которые одолели эту болезнь, но они это одолели только объединившись, сообща и прислушавшись к врачам. Они лучше знают. Они нас умоляют, просят. Даже вот пару месяцев назад, я помню, когда только это все начиналось у нас в Дагестане, никто не верил. Очень много людей не верило этому. Когда они говорили, сидите дома. Люди придумают, что кому-то это выгодно или еще что-то там. Я не знаю, кому может быть выгодно. Все люди болеют. Разницы нету, ты там уборщик или ты там президент. Разницы нету. Разницы нету, ты там депутат или там, я не знаю, прокурор. Все люди болеют. Все заболели. Эта болезнь не спрашивает твою фамилию, не спрашивает твое имя, не спрашивает, где ты работаешь. Эта болезнь не отправляет там к бедным или к богатым. Все болеют. Все заболели. Так что мы можем это выиграть, только объединившись. Пожалуйста, соблюдайте требования врачей. У нас сейчас через пару дней будет Ураза Байрам. Мы в этот праздник привыкли ходить в гости, принимать гостей, ходить на утреннюю, так скажем, на праздничный намаз. На праздничный намаз день Ураза Байрам. Не ходите, пожалуйста. Нам ученые в исламе говорят, совершайте дома праздничную молитву. Не ходите в гости и к себе не принимайте. Очень тяжелое положение. Вот у меня лично более 20 человек лежало из родственников, из близких родственников. Я не говорю о знакомых. Я говорю, из близких родственников более 20 человек лежало в реанимации. Многих, и уже из них среди нас нету. Очень много знакомых умерло. Очень много родителей, моих близких знакомых умерло. Взрослые люди ее очень тяжело переносят. Очень тяжело переносят. Это мы молодые, как-то у нас иммунитет сильный, растущий организм там и так далее. Но взрослые люди ее очень тяжело переносят. Подумайте о наших родителях, подумайте о наших дедушках, бабушках, о наших детях. Пожалуйста, соблюдайте требования врачей. Сидите дома. Не ходите в гости через пару дней, когда у нас будет священный праздник Ураза Байрам. Пользуясь случаем, я хотел бы вас всех поздравить с этим праздником. Это на самом деле это праздник, которого мы целый год ждем. Но сейчас нам важнее сохранить нашу жизнь. Жизнь наших близких, жизнь наших старших. Пусть Аллах поможет нам всем. Пусть Аллах всех наших близких родителей, наших старших, наших близких, всех вернет к нам здоровыми, целым и невредимыми. Пусть Аллах поможет нам всем. В эти последние ночи Рамадана просите Аллаха побольше. Аллах любит кающихся, Аллах любит просящих. Пожалуйста, соблюдайте требования врачей. И, пользуясь случаем, хотел бы тоже, вот, не то, что там, пользуясь случаем, да, просто очень много в интернете пишут там про отца. Отец сейчас в данный момент находится в больнице, у него состояние очень тяжелое. У него на фоне этого вируса
этот вирус ему дало на сердце, так как мы ему год назад делали операцию на сердце. Ему сейчас заново сделали операцию. Так что у него такое тяжелое положение, очень тяжелое. Просим Аллаха, чтобы Аллах вернул его к нам тоже. Вам большое спасибо всем, кто пишет, поддерживает, кто Всевышнего просит за него. И пусть Аллах нам всем поможет. Большое спасибо всем, пусть Аллах всех нас бережет. Еще раз поздравляю вас всех с нашим священным праздником, с наступающим вас всех. И прислушайтесь к требованиям врачей, к требованиям знающих людей в исламе, которые говорят, что мы совершали дома праздничную молитву, чтобы мы этот праздник провели у себя дома. Давайте покажем наше мужество, наш характер, наше терпение, нашу дисциплину, которую мы всю свою историю, которую мы славились. Саламу алейкум, рахматуллахи ва баракату.